Ну и вопрос, который многих зрителей интересует, это история любви. Ведь не каждый может встретить, да, но не каждый может работать и жить вместе. Расскажите, Илья, вот кто за кем ухаживал? Давайте начнем с этого. Ну, получилось так. Мы танцевали, пока учились, там этюды играли, за партами, ну, и сидели. А потом в один прекрасный день Ксения попросила починить розетки у нее дома и выключатели. Вот все-таки Ксения была инициатором, все понятно. Я по наивности как-то, ну, надо починить. Заменил розетки, выключатели, и вот так и... И все началось. Здравствуйте, дорогие телезрители и сәлеметсіз қадірлі достар. Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Внимание! Сегодня с нами готовят ведущие актеры театра имени Качалова Илья Петров и Ксения Храмова. Встречаем замечательная семейная пара к тому же. Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Исәлім Руслан. О, Илья настоящий татарином уже стал. Да, Эзгине. Эзгине. Вот тебе куштанеш. Почему мыло, почему из Прованса, из Марселя. Мы туда ездили на фестиваль, и вот везем оттуда сувениры. Илья Петров и Ксения Храмова, ведущие артисты Казанского академического Большого драматического театра имени Качалова. Илья родился в Казани, закончил актерский курс «Рати ГИТИС» на базе театра имени Качалова. В труппе театра с 2008 года. За это время им сыграно более 30 ролей. Клудов в спектакле «Бег» Булгакова, граф Альмавива в спектакле «Бомарше. Безумный день» или «Женитьба Фигаро», Герман в «Пиковой даме» Пушкина и многие другие. Ксения родилась в Казани. Детство провела в поселке Раифа. Она также выпускница актерского курса «Рати ГИТИС». В театре с 2009 года. Среди ее ролей Сюзанна в спектакле «Бомарше. Безумный день» или «Женитьба Фигаро», Дуняша в пьесе «Вишневый сад» Чехова, Машенька в «Глумове» Островского и многие другие. Илья и Ксения женаты, воспитывают двухлетнюю дочь Катю. Ребята, расскажите, пожалуйста, с каким рецептом вы сегодня к нам пришли? Ну, мы посоветовались и решили приготовить сегодня здесь самое популярное и самое известное русское блюдо. Ну, по крайней мере, одно из. Это щи. Во-первых, кстати, я вам открою секрет, щи мы на этой кухне ни разу еще не готовили. Но, хоть вы их и называете русские щи, но татары их любят тоже и часто готовят. Поэтому прямо сейчас начнем. Мы отварили бульон из свежего мяса, который принес Илья лично. Какую часть говядины мы использовали? Грудинку, потому что она дает очень нужный бульон. В общем, замечательный бульон для наших щей уже готов. Приступим к овощам. Давайте распределим. Я беру капустку. Мне она приглянулась. Я возьму морковку. Морковку, да? Ну, Ну, лучок как похож, молодой актер, получается. какая роль мне осталась, ту и беру, да. Хорошо, я возьму Плачьте, лук плачьте. и буду плакать. Ну что ж, приступим. Давайте. И вопрос, во-первых, еще раз скажу зрителям, что Илья и Ксения, они ведь не только коллеги по работе в театре, Илья, не отвлекайтесь, но и замечательная семейная пара. Сколько стаж у вас уже, Ксения, О, в семейной жизни? ну, будет 4 года. 4 года. Да. Это практически ничего, да? 4 долгих года. А для Ильи это 4 долгих года. Хорошо. В вашей семье есть ли какие-то кулинарные традиции, уже сложившиеся за эти 4 года? Ну, вот я иногда готовлю щи. Еще? Очень редко. Иногда еще реже готовлю борщ. Но это по большим праздникам. Да. Тоже очень Когда случайно редко. дома оказывается свекла. Ну, А свекла у нас, кстати, своя. У меня бабушки держат огород, и как бы мы постоянно едим все свое. Ксения, ваш супруг уже похвастался, да, своими кулинарными шедеврами. У вас есть что-то подобное? Ну, я стараюсь угодить мужу. Он очень любит жареную картошку и все, что с ней связано. Да. Как бы стараемся идти ближе к этому. А так, в принципе, все стандартное. У меня нет там каких-то навороченных блюд, там всяких люля-кебабов и всякое прочее. Мне что попроще и что быстрее. То есть у вас щи, жареная картошечка и иногда свекла от бабушки здесь. Дай бог им здоровья. Вот такие секреты, друзья, мы узнали. Ну, а сейчас я бы хотел спросить, Илья, у вас, как вот, вы же поступили в энергетический университет сначала, получили техническое образование, и тут хоп, карьера актера. Почему? ну, образование техническое я не получил. А, вы не закончили? Я поправлю, да. Техническая часть во мне присутствует, так, похвалюсь немножко. Я вот потомственный электрик.
То есть По дому все сделано идеально. Да. первый комплимент Ксении. Илья, спасибо. Лампочки везде Вот. светят. Ну как вы приняли решение? Или вы участвовали в СТЭМе в Да, энергоуниверситете? я поступил в энергетический институт, еще тогда Ага. он назывался. Вот, и совершенно случайно зашел в студенческий клуб. У них проходил отбор. Это студенческий театр эстрадных миниатюр «Сдвиг по фазе». Знаменитый сдвиг по фазе. Да, и вот начал там заниматься, выступать на всяких фестивалях под руководством Михаила Леонидовича Галицкого. И вот там я как бы начал потихонечку осознавать свое большое пристрастие к сцене, так скажем. И поступил в театр на курс Ратигица Александра Яковлевича, который у нас был при театре. То есть Там- вариантов продолжения карьеры у Ильи было множество, но, к счастью для наших казанских зрителей, все сложилось, как сложилось. Да. Хорошо, Ксения, в двух словах. Как вы оказались в театре? Я, Качалова? если честно... Так, извините, я между тем пока пожарю лучок, потом добавим морковку, да? Да, всё как- Да-да-да. все верно. До золотистой корочки можно. Итак, рассказывайте, Ксения. Я в театр попала случайно. Я не знала вообще о наборе. Я поступала в Институт культуры на хореографию. И решила попробовать себя в актерском плане. Случайно узнала, что в театре идет набор. Ну и решила попробовать. И попробовала. И получилось. И получилось. Попробовалась. Ну и вопрос, который многих зрителей интересует, это история любви. Ага. Ведь не каждый может встретить, да, но не каждый может работать и жить вместе. Скажите, Илья, вот кто за кем ухаживал? Давайте начнем с Ну, этого. получилось так. Мы танцевали, пока учились, там этюды играли, за партами, ну, сидели. А потом в один прекрасный день Ксения попросила починить розетки у нее дома и выключатели. Вот все-таки Ксения Ну, была я- инициатором, все понятно. Я по наивности, как, ну, надо починить. Заменил розетки, выключатели, и вот так и... И все началось. Все. Затем мы переклеили обои, поменяли окна и пошли в ЗАГС. Ксения, посмотрите, пожалуйста, лучок у нас уже обжарился. Ой, Я замечательно. думаю, Илья, мы ждем вас с морковкой. Кстати, Ксения, скажите, Да. ну как работает это? Когда каждый день вы вместе уходите на работу, возвращаетесь с работы, репетиции совместные, спектакли. Вы знаете, очень удобно. Всегда под контролем. Вот оно, вот Да. оно что. Это был женский вариант ответа. Илья, ваш ответ? Нормально. Умеете выбирать слова? Не успеваешь соскучиться. У нас же в театре две сцены, большая и малая. Вот сейчас Ксения на большой сцене репетирует, я на малой. Да. Тоже То есть не- какая-то разлука, да? Да, конечно, все нормально. А потом мы же не в одной гримерке сидим, можно и в гримерке спрятаться, посидеть своей. А сейчас Ксения в декрете, у нас дочка растет, Катюха. Вот, кстати, поздравляем, дочка, если не ошибаюсь. Да, Сколько, я- уже более 2 лет? Нет, почти 2 годика. Почти 2 годика. Да, в мае будет. Так что она сейчас в декрете. Ну, я Ну, потихонечку да, она возвращаюсь, вышла, она кстати. сейчас уже потихонечку начинает Репетирую. набирать обороты. Соскучились по сцене, Ксюша, скажите? Конечно, соскучилась. Ну и вопрос, товарищи родители, а мечтаете ли вы, чтобы ваша дочь так же, как и вы, работала в театре? Ну, в Актеры, принципе, актрисы. у нее уже все для этого есть, потому что Э, уже такая мимика у ребенка смешная. Я То более... нет, вы не против, да, если она выберет? Нет, не против. Я не против лично, а ты? Я предпочитаю, пусть она сама Нет, выбирает. я в любом Это случае однозначно. сначала ее направить в энергоуниверситет. В любом случае, Да, да. да, А да. там как Бог даст. Да, да, да. В профессии актера ведь еще является дополнительным плюсом. Подожди. Это вокальные данные. Кстати, вы картошки режете, да? Да, Да, будем Ксения, я слышал, картошечку что сейчас резать. Илья один из лучших вокалистов театра Да Качалова. ладно? Ну, по крайней мере, на капустниках это точно. Ну, на капустниках-то бывает, да. пою. А какую песню, Илья, вы сегодня приготовили для нас? Бывает. Какую ты песенку я- приготовила? Можно на русском? Честно говоря, я не готовил песню так для вас. Ну, давай, экспром. Да, что-нибудь такое прям. Я Ну, помогу и не буду петь с вами. Тогда прорекламирую. Вот сейчас спектакль скоро будет выпускаться на большой сцене, в котором Ксения репетирует. Вот, я там просто хожу, напеваю. Это неожиданный сейчас был вопрос. Хожу, напеваю, там песня замечательная, мне очень нравится. В стиле там кантри, это все дела американские. Никто не защитит индейца. Та-да-да-да. И не нужна ему ничья защита. Ну и так далее.
Вот так. Клёвая. Нет, я ее там не пою, но я ее хожу напеваю. она Главное мне ведь нравится. настроение, понимаете? Ксения, так, тем временем у нас, опа, бульончик закипел. Давайте капустку туда Капустку отправляем. закинем. Так, я, кстати, вижу помидорку, мы ее тоже сюда будем пассеровать, да? Да. помидорку мы сейчас Берем будем еще. берштук помидор. Берштук. Я ее Не забываем про татарский. Буду и Про резать. пример я хотел спросить, пока есть у нас еще время. Илья, расскажите, пожалуйста, вот отрывок этой песни, которую вы исполнили, как называется спектакль, когда он будет? Это замечательный спектакль под названием «Том Сойер». Алексей Яковлевич, наш главный режиссер, худрук, директор, многочисленные лауреаты, можно это долго рассказывать, решил восстановить этот спектакль по «Том Сойер» Марка Твена по многочисленным просьбам зрителей. Вот и сейчас он активно работает над этим. Это будет обновленный, На большой сцене? да, на большой сцене. А на обновленный малой спектакль. сцене у нас 5 вечеров Володина. Там у нас ставит Илья Славутский. И участвует там будет Петров Илья. Ну, не только я. В общем, дорогие телезрители, сразу две премьеры вас ожидают в театре имени Качалова в мае, да? Да. Приходите, Да, в конце мая наслаждайтесь. ожидается. Обязательно, пожалеете. обязательно приходите. Замечательные авторы у нас. Ну, у нас все замечательные авторы, драматурги. Ну и литература у нас вся хорошая в театре. И вот теперь будет у нас в коллекции Александр Володин со своей замечательной пьесой, которая явила новую веху в свое время, в эпоху социализма. Спектакль должен получиться очень теплый, домашний, семейный. Поэтому я всех приглашаю приглашаю на нашу премьеру «5 вечеров» и «Том Сойер». Это обязательно. Так, мы тем временем добавляем помидорки к нашей поджарке из морковки и лука. Также мы сейчас дорезаем картофель и все это будем добавлять в наш суп. Дорогие телезрители, сейчас финальный момент приготовления замечательного блюда под названием щи. Добавляем картошку. Так, откройте, пожалуйста, помогите. Добавляем поджарку. Так, как красиво все тут картофель, бурлит, да? кипит. Да. Давай ножичком. Опасная работа в кипяточек-то. Да, вот смотрите, супруга-то какая. Любит, переживает. Забота. Сколько по времени еще, по вашему рецепту, готовится суп наш? До приготовления картофеля, вот. А дальше мы закидываем, да, под пассировку. Так, пассировочку. За 10 минут лавровый лист и перец. А посмотрите, какой цвет нашему супу дает поджарочка. Дорогие телезрители, щи практически готовы. Сейчас реклама на канале ТНВ и еще одно блюдо от наших замечательных гостей. Чи, кабисташа. Из говядины сварили бульон и процедили. Капусту нашинковали мелкой соломкой, картофель нарезали кубиками. На сковороде на растительном масле спассеровали измельченный репчатый лук, натертую морковь и мелко нарезанный помидор. Кипящий бульон поместили на шинкованную капусту, затем пассерованные овощи. Чуть позже добавили картофель. За 10 минут до окончания приготовления положили лавровый лист и перец горошком. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, сегодня с нами ведущие актеры театра имени Качалова Ксения Храмова и Илья Петров. Ура! Кроме этого, это замечательная семейная пара, которая воспитывает дочку и любит готовить щи. Кабиста Аша, в принципе, щи у нас уже готовы. Давайте их проверим. Татарский как называется? Кабиста Аша, да. Татары, я запомнил. уже говорил, тоже очень любят готовить этот суп. Но сейчас не об этом. Еще одно блюдо. Мы попробуем приготовить, и уверен, оно у нас получится. Ксения, вам слово. Мы начнем делать сочни. И вы начнете с творога, будете его мять. Тут, кстати, два вида творога. Два да? вида творога надо смешать. Хорошо. Так, я займусь этим. Да, и добавить туда белок. Вот мы распределили белочек, Так, белочек. а ага. желточек оставляем на потом. Так. Ты у нас будешь тереть маргарин. То есть Илья тоже участвует в этом процессе? Конечно, а я буду месить тесто. Ну, Мне всё. нужна мисочка. Так, для теста, да? Да. Секундочку. Морковь я уже натер. Да. Ну, Теперь буду... с теркой ты уже, вы уже на «ты». Вы С уже теркой, вот так хотел сказать. Да, точно. Илья, следующий вопрос у меня к вам. В принципе, он и к Ксении относится. Ребят, считали вы количество ролей, исполненных на сцене театра имени Качалова? Илья? Ну, навскидку могу сказать, ну, может, около 30 где-то 30. я уже сыграл.
Это больших вот как и раз. маленьких. Есть ли роли, вот, Илья, вам вопрос, которыми вы гордитесь, которые вы считаете лучшими, например? Или как обычно актеры говорят у нас, ну, у меня все роли любимые. Ну, я тоже склонен так отвечать, что ну, Хорошо, запоминающиеся. я люблю Лопахина у Чехова в «Вишневом саде». Особенно люблю, да. Хлудова люблю у Булгакова в «Беге». Вот сейчас Ильина готовится премьера «5 вечеров». Это, наверное, я его вообще обожаю и люблю, и боготворю, наверное. Это очень интересная, хорошая роль. Ну, вот основные. А так все роли, ну, артист выходит на сцену, ну как можно не любить роль, когда ты выходишь на сцену? Значит, если ты не будешь любить, значит, и зритель тебе не поверит. Поэтому, ну, это профессиональная, как сказать, черта. Надо любить любую роль. Ксения, я смешал 2 творога. Белок яичный был. Что еще? 2 столовые ложки сахара. Сюда же. Да, У туда меня же. маргарин готов. Маргарин мне можно. Вот Тебе? сюда, да. Так, А я разбиваю яичко одно. давай. Но интересный процесс приготовления, кстати, нашего десертика. Итак, добавили маргарин. Сейчас осталось все это тщательно перемешать. Вот такое красивое тесто у нас получилось. Ксения, браво. Да, спасибо. Посмотреть, как радуется за вас Илья. Да. Хотя он не принимал в этом участие, но муж всегда рядом. Так, творог у нас тоже готов. Сейчас, кстати, я приготовлю противень, на котором мы отправим наши сочни в духовочку. Сейчас смажу его растительным маслом. Ксения, кстати, расскажите вы про свои роли. Но у меня были запоминающие роли, конечно же, первые. Незначительная, конечно, роль, но первая была в спектакле «Визит дамы». Он только почти выпустился. И так получилось, что у нас уволились актрисы, и меня быстренько туда ввели. Утром ввели, вечером сыграл. Да, был такой этот Вот что значит неожиданный ввод. Это был первый курс. Тоже мои были любимые роли. Одни из Иван Дурак, Маланья, сестра Ивана. И наш дипломный спектакль «Уважаемые граждане». Роль Юлии. Сложная, но одна из любимых, потому что первая. А Это так всё, я что люблю первое много сразу ролей. вспоминается. Сюзанна мне очень нравится. Хава из «Скрипача на крыше». Татьяна из «Семейного портрета». Ну, конечно, я уже некоторые роли не играю, так как была в декретном. Но думаю, может, кто-нибудь соберется в декрет, и я опять туда И я вернусь. влечу. Но вы знаете, сегодня ни Илья, ни я в декрет не уйдем. Мы ждем, что вы сделаете с нашими Так, сочниками. надо их... надо чуть-чуть Раскатать, да? раскатать тесто, да. То есть мы так нежно поглаживаем наше тесто. Да, нежненько поглаживаю. Ребят, а были ли спектакли, где вы играли вместе сразу на одной сцене? Ну, вот Ксения упомянула Сюзанну. Вот мы играли, она играла Сюзанну, а я играю до сих пор, она сейчас пока не играет. Я играю графа Альмавиву, это в спектакле «Женитьба Фигаро», «Бомарше». Вот замечательный у нас был дуэт, я считаю. Вот жду ее обратно. Ждем возвращения. Вот я раскатала, взяла попавшуюся формочку и делаю кружочки. Красиво делаю кружочки. Илья, вы сегодня подарили подарок, который вы приобрели во Франции, вы сказали, во время гастролей. Вот про гастрольную часть театра несколько слов расскажите. Ну, совсем скоро Александр Яковлевич нас везет в Германию. До вас двоих. Не всех. Она у нее главная роль, она мать сейчас, мать нашей дочки, поэтому пусть играет эту роль, пока дочка не подрастет. Вот, а мы почти всем коллективом уезжаем в Германию, возвращаемся из Германии, через недельку летим в Китай. Что везете в Германию? Вот давайте с Германии Да, начнем. в Германию мы везем «Женитьбу Фигаро». Вот, будем радовать немцев. Это уже впервые или уже поездки в Германию были? Были, но туда ездил наш сокращенный состав в лице Светланы Геннадьевны Романовой с ее замечательным моноспектаклем по стихам Цветаевой. Вот, они съездили на разведку, там договорились, видимо, и вот теперь мы всем нашим... Всей нашей труппы. Да, навстречу. Да, едем туда. А правда говорят, что вот зритель, который ведь живет далеко от родины, по-другому воспринимает спектакль, более теплой атмосферы, нет? Вы иммигрантов имеете в виду? Да, тех, кто приходит, наверное, у вас же на русском идет спектакль. Во Франции, вот откуда мыло, да, я подарил,
Там приходили, в основном, кто вот переехал из России во Францию, ну, конечно, особо они ждут услышать родную речь. А в Германии, Александр сказал, там вообще чуть ли не 40%. 40 тысяч населения, да, русскоязычного, русских. Ну, я здесь боюсь. И просто люди приходили просто поговорить. Просто, видимо, им так одиноко, что поговорить не с кем. А что будет, представляете, а что будет в Китае? А что будет в В Китае? Китай мы везем пиковую даму, да, будем играть в Пекине, там показывают, приезжали к нам делегации, они же партийные люди, там все у них серьезно, презентацию даже у нас проводили в театре, показывали, какой у них там театр, главных актеров. Так, а между тем, мы на нашей красивой кружочке добавили начиночку, наш творог. И сейчас уже можно складывать сочни. Покажите, пожалуйста, как это происходит. Так, мы их просто сложим и примнем. Чуть побольше творога, потому что, мне кажется, мало. у нас Вы заметите, получилось как творога. бездельничает Илья? Давай, на самом деле, прими участие. Илья, поучаствуйте, да-да-да. А я сделаю узорчики. Заодно закрепится и заодно красиво будет. Вот так вот ножичком возьму. То есть прижимаем ножичком. Да. Прижму. Посмотрите, как красиво получилось. Илья, браво! У кого? У меня или у Илья! Будете в Германии угощать труппу с этими замечательными сочниками. Да-да-да. После нашего эфира вы уже вариантов отказаться не будет. Уважаемые телезрители, посмотрите, пожалуйста, что у нас получилось благодаря 3 профессиональным кулинарам. Сочни готовы, сейчас осталось их смазать желтком. Желтком, который у нас Быстренько, остался. Да, красивенько, чтобы получилось. да. Сколько будут готовиться наши сочни? Минут 30. То есть Ну, максимум можно 30 проверять минут, да? на всякий случай. Получилось красиво. Солнечно, я бы сказал. Ну что ж, на 30 минут отправляем наши сочни ремчик пирожки Ларун в духовку. Открываем. Занавес. пожалуйста. Закрываем. Ну а буквально через мгновение мы накроем стол, попробуем наш супчик, щи, кабесталяж и сочни. Сочни. Из сметаны, 1 яйца, натертого на терке маргарина, сахара и муки замесили эластичное тесто. 2 начинки, творог растерли с сахарным песком и 1 куриным белком. Тесто раскатали в тонкий пласт и нарезали на небольшие кружочки. На каждый кружочек положили творожную начинку и сложили пополам. Подготовленные сочни выложили на противень, смазали яичным желтком и отправили в духовку на 30 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. И, конечно, не забываем подписываться на наш вкусный канал на YouTube. Да будет так. Вот что значит актеры у нас в гостях. Илья. А голодный актер, друзья, это на самом деле опасно. Поэтому мы сейчас их накормим. Прошу, ребята. Спасибо. Вот так вот красиво мы выложили щи, кабесташи на тарелочке, мясо. Также порезали зелень. Ну и, конечно же, какие щи без сметанки. Так, прошу вас, ребят. Сочечек. Ну и пока ребята делят мясо, Руслан попробует супчик. Я бы сказал, щи по-качаловски, пусть будет так. Да. Изумительно. Попробуйте. Вот это я понимаю. Настоящие вкусные щи, такие, какие они должны быть. Ну а прямо сейчас мы пробуем наши сочни. Выбирайте любой. Я возьму вот этот вот. Мы их посыпали пудрой. Кстати, они такие прям тепленькие еще, да? Вкусный чай. Внимание. Замечательно, молодец. Вот такой комплимент любимой супруге. Илья. Ксения, как вам? По-моему, темле. Дорогие Ксения и Илья, на этом наша сегодняшняя кулинарная постановка подошла к концу. Спасибо за участие в нашем спектакле. Все получилось, зрители довольны, режиссер тоже. Ну, отлично, так как вы пригласили нас к себе, мы приглашаем вас к себе. Качаловский театр. И, конечно, всех зрителей мы ждем Конечно, всех в зрителей. театре Качалова. Приходите, отдыхайте, наслаждайтесь высокой культурой. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждую неделю на канале ТНВ. Пока-пока. Хот
Тырышы нинди булуга карамастан, Кукмара савыт сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Кукмара тәмле ризык, уңайлы савыт саба. Тарихлары башлары бик тәмле һәм файдалы.